Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Life. И сегодня мы с вами гадаем на замечательную тему сюрпризы от судьбы в новом 2022 году. Какие будут, да? И я буду использовать 3 колоды. Это мульт Таро, Таро «Тайные знания ангелов» и «Магические врата». И у нас с вами будет 4 позиции, и выкладывать я их буду на мульт Таро. Очень такая интересная, необычная, радужная колода с смешными персонажами. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент вашего просмотра. Сюрпризы от судьбы в 2022 году для вас. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на индивидуальные расклады, консультации и ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены. И мы с вами обязательно поработаем. Итак, перед вами 4 карты, 4 позиции. Давайте их обозначать. Сегодня я буду применять елочки. Так вот, сделаем немножко попрямее, да? Как-то криво лежат, мне кажется. Так, первая елочка серебряная. Вторая елочка золотая. Третья елочка зеленая. И 4-я красная елочка. Первая, вторая, третья, 4-я. Все равно криво. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с вами с самой первой позиции. Эти позиции я убираю в сторону. Последние 3 елочки я убираю в сторону. Сюрпризы от судьбы в новом 2022 году. Елочка серебристая. Давайте смотреть. Выпала карта 4 жезлов. Ну, 4 жезлов у нас показывает панду в костюме динозавра. А это значит, что придется столкнуться с человеком, который сначала не тот, кем он кажется. Вы знаете, карта очень говорящая. Она показывает, по сути, сначала человек выглядит более грозным, чем он есть на самом деле. Вы видите брутального человека или с завышенными лидерскими качествами, с завышенным, может быть, тестостероном, да, если это мужчина. Если женщина, может быть, покажется, что она любит людьми управлять. Но это на самом деле не так. Карта четко показала, что внутри этот человек добрый, ленивый, пушистый, без особых лидерских качеств и без желания бороться за место под солнцем. То есть вот сначала впечатление совершенно об этом человеке обманчивое. Вы, естественно, это будет сюрприз для вас, да, что вы сначала думаете одно про человека, а потом совершенно другое. Вот такой сюрприз. Следующую карту смотрим. Сюрпризы от судьбы в 2022 году. 4 мечей. Смотрите, у вас 4 пошли. Ну, 4 мечей, конечно, показывает, что вы, может быть, столкнетесь с тем, что придется в чем-то, ну, вот знаете, как собирать деньги, да? Собирать деньги, может быть, в чем-то подэкономить, с одной стороны, с другой стороны, договориться с людьми, которые не очень вам нравятся, но при этом есть результат, то есть, допустим, покупка имущества, покупка машины, там, не знаю, дачи, земельного участка. То есть вам как бы нужно будет жертвовать ради покупки. Вам нужно будет или немножечко ущемить себя, или ужаться, да, но это стоит того, вот как будто бы. Идет ситуация, есть деньги, да, допустим, в новом году, но хочется сделать эту покупку и для своей семьи, там, допустим, для себя, для будущего своего. И вот вы преодолеваете эти барьеры в себе, да, то есть когда хочется купить, да, хочется потратить деньги, но ты знаешь, что у тебя есть эта цель. И ты уже начинаешь думать, а буду ли я тратить или мне лучше подэкономить и купить. И опять же идет общение с каким-то не очень приятным человеком ради этой цели, с которым нужно договариваться, что-то оформлять, может быть.
или добиваться вот этого заработка, да, для того, чтобы купить себе имущество или машину, сделать дорогую покупку. Соответственно, ну, это всегда требует каких-то жертв. И сюрприз в том, что да, у вас все получится в новом году, вы это все купите, но не без труда, как говорится, не без ваших энерговложений. Хорошо, смотрим следующую карту сюрпризы. У нас идет гадание онлайн на Таро. Но сначала мульт-таро, да, используем. Сюрпризы от судьбы. Королева мечей. Ну, королева мечей показывает, все-таки у вас будет изобильная жизнь, сытая жизнь. Вот именно по этой колоде, это, видите же, не классическая колода, да? И у вас будет всего хватать в новом году, у вас будут возможности для того, чтобы зарабатывать именно большие деньги. И нет такого, чтобы вы вот, допустим, как там без хлебушка жили и поэтому купили имущество. Нет, конечно. Просто иногда нужно будет размышлять, вот хочу ли я купить себе что-то там такое, ну, на что нужно потратиться, или придержать и купить потом там, дом, например, да. И поэтому королева мечей, она показывает изобильную жизнь, довольную жизнь, сытую, счастливую. Это все у вас будет. Будет возможность для того, чтобы это все получать, эти блага, да, в новом году, зарабатывать хорошо, стремиться к чему-то. Может быть, да, на это влияет какая-то женщина, и с этой женщиной вам придется сотрудничать, работать, договариваться. Но основное влияние ваше, то есть ваш какой-то профессионализм или ваша уверенность в себе дадут плоды, ваша креативность, ваша яркость. И также карта здесь показывает, что вам не нужно беспокоиться о завтрашнем дне, то есть постарайтесь, наоборот, быть в равновесии и добиваться просто того целенаправленно, к чему вы идете, чего вы хотите, а не там, расшатывать себя, да, и сбиваться с курса. Конечно, карта говорит о работе над собой, о некоторой дисциплине и желании преодолевать трудности, но в спокойствии и в уверенности в себе. Также я так понимаю по этой карте, что для мужчин может быть у них женщина, которая влияет в будущем на то, чтобы человек больше зарабатывал. Женщина-талисман, да? А для женщины прогноз говорит о том, что она может познакомиться с какой-то женщиной в течение года, которая является для нее примером для подражания, особенно в основе заработка, в основе того, чтобы ну вот как-то преобразовывать себя и добиваться вот всего самого высокого, самого прекрасного в жизни. Так, хорошо, смотрим следующую карту. Что вам скажут ангелы? Как всегда. Восьмерка мечей. Иллюзия того, что вы можете попасть в ловушку. Вам не хватает уверенности в себе, боязнь принять решительные меры. Вот видите, то же самое карта сказала, что вам нужно побольше уверенности в себе в новом году, и вы сюрпризы только так будете лопатой грести, да, только в виде денег, конечно. Добиваться чего-то в профессиональном смысле, в творческом смысле вы можете, и вы даже будете очень удивлены, ну, в итоге на свои результаты, да, будете смотреть широко открытыми глазами. И просто нужна уверенность в себе, и у вас именно иллюзия, что вы можете попасть в ловушку. Никакой ловушки вам не расставлено. Смотрим следующую карту, магические врата, сюрпризы, да, от судьбы, забота о себе. Я принимаю и люблю себя. Вот вы постараетесь все-таки как-то справиться с собой, со своим негативным мышлением и позаботиться о себе. У вас могут быть неожиданные моменты свиданий, отдыха в новом году, какие-то, может быть, приключения, связанные именно там с тем, чтобы там поехать в другую страну отдохнуть. И, соответственно, это любовь к себе, это забота о себе, это самопринятие будет и влиять на то, что вы большего добиваетесь. Но, я так понимаю, может быть, вам кто-то будет устраивать даже и романтические сюрпризы, да, постарается сделать так, чтобы вам было хорошо, чтобы вы отдыхали и чтобы вы больше набирали сил, энергии и веры в себя вот этой. То есть у вас есть в ближайший год явно поддержка.
Ну, скорее всего, в виде любимого человека. Ну, вот такая позиция номер 1. А мы идем к позиции номер 2. Наша золотая елочка. Сюрпризы от судьбы в ближайший год, в 2022 году какие? 5 пентаклей. 5 пентаклей – это котик, который играет с клубочками. Он такой вальяжный, он такой интересный. У него 5 клубочков есть, да? 5 пентаклей, так скажем. И он смотрит на весь этот мир именно в комфорте, да, вот в уверенности, в такой, что ему хорошо, приятно, тепло, удобно. Ему даже не нужно бегать, прыгать, разматывать клубки. Он знает, как с ними обращаться. Они мягкие, они шерстяные. И можно просто на них опереться, полежать. Да? Конечно, это карта, показывающая, что вы в новом году столкнетесь, будете часто сталкиваться с моментами, когда вам будет хорошо, удобно и приятно. Карта комфорта, карта удовольствия. И, естественно, и вы будете часто в новом году, вот как в виде сюрприза, получать моменты удовольствия. Ну, например, кто-нибудь подарит сертификат в спа. Или любимый муж пригласил в бассейн. Или любимый муж вывез на выходные в сауну. Может быть вот такое, что там, не знаю, загородный домик, какие-то там приятное времяпрепровождения, там, вот у нас есть пивные ванны, да, в области. Ну вот что-то такое приятное, вот когда ты устраиваешь человеку сюрприз, и он об этом не знает. Вот как будто бы вам кто-то будет устраивать вот такой удобный сюрприз, там, не знаю, курс массажа, там, потом, что еще, косметические процедуры, еще что-то такое. И, конечно, вы будете радоваться этому и смотреть на этого человека и думать, ну вот как хорошо ты меня угадал, да, вот ты сделал мне какие-то подарки, внимание, или сделала, если вы мужчина. Вот я вижу это именно так. Хорошо, смотрим дальше. Какие еще сюрпризы от судьбы у вас будут в новом году? Луна. Ну, здесь прям кот-космонавт у нас на Луну забрался и полетел, да. Я это вижу все-таки как некоторые поездки, командировки, может быть, какие-то путешествия, переезды. Карта говорит в этой колоде, именно в этой колоде, о том, что вы можете в новом году путешествовать и не будет таких ограничений, как в прошлом году. Карта показывает, что вы можете посещать необычные места или места силы, места паломничества, места невероятной архитектуры. Естественно, не в одиночестве, чаще всего не в одиночестве, а с кем-то. И, может быть, эти поездки будут невероятным, неожиданным предложением для вас, сюрпризом, да? То есть именно вот такой момент идет. Карта хорошая, она также показывает, ну вот как, Луна же, да, космическое тело, все-таки какие-то моменты откровений, когда человек может раз увидеть сон, это для него будет настоящий сюрприз, что потом этот сон взял и сбылся. Или сказал какую-то фразу, слово, и потом раз, это как выходит, как пророчество. Смотрим следующую карту. 8 мечей. Ну, 8 мечей показывает задумчивую обезьяну в бананах, которая пьет сок или коктейль. Но обезьяна уж очень прихорошилась, да? Мы понимаем, что вот эта карта дает такой сюрприз, как умение размышлять над тем, как устроить свою жизнь правильно. Уметь размышлять над тем, как поработать над своим имиджем. Естественно, это могут быть какие-то курсы, естественно, это могут быть какие-то обучения, может быть обучение онлайн, может быть какие-то ролики, и которые являются для вас настоящим откровением. Ролики, книги, вдохновляющие люди, интересные вебинары, семинары, понимаете? И это развитие, это задуматься над тем, что будет дальше и как проработать свою жизнь, как улучшить свою жизнь. И, конечно, ты начинаешь посещать такие всякие тренинги. Это для тебя сюрприз. Ты открываешь новую информацию, интересную информацию, нужную для себя. Хорошо, смотрим совет вашего ангела-хранителя. Или послание на Новый год. Сюрпризы, да?
Пятерка чаш. Вещи будут не такими, как вы надеялись. Что упущено, того не воротишь. Вот смотрите, вы, скорее всего, в новом году загадываете, желаете что-то вернуть или кого-то вернуть. Но вещи уже не такие, как вы надеялись. То есть что-то вернуть, кого-то вернуть в том же виде, в каком все это было, не получится. И ангел-хранитель хочет, чтобы вы начинали новую жизнь, чтобы у вас были новые мечты, новые надежды, чтобы вы шли с легким сердцем в Новый год. Соответственно, у вас будет больше сюрпризов, если вы пойдете с легким сердцем, отпустив прошлое раз и навсегда. Следующая карта — магические врата. Пора сеять. Семена благодати посеяны в плодородную почву моей души. Вот смотрите, карта «Пора сеять», она непростая. Она всегда показывает, что вы сеете добрые мысли, добрые поступки. Если это все хорошее, светлое, оно в новом году обязательно прорастет. Когда у нас все прорастает? Весной. И здесь у нас весна, да. И, конечно, карта говорит о том, что вы можете развиваться, вы можете идти вперед в новом году и получать все больше благоприятных сюрпризов именно за счет того, что вы воспитали в себе позитивное мышление и способность творить добро и творить чудеса для других людей. То есть это все вам Вселенная вернет именно добром. Вот недавно я читала притчу. Царь был на войне, он очень долго воевал и оторвался от своего отряда. И шел долго по лесу. Уже, там несколько дней было боя, он очень сильно устал, он хотел есть, он хотел пить, у него ноги уже не шли. И он набрел на хижину отшельника, монаха или там какого-то гуру, да, я уж не знаю, лесного. В общем, человека, который хотел там духовную практику постичь. Он жил в лесу как отшельник. И подходит царь и говорит: можно я у тебя остановлюсь? Тот говорит: ну, конечно, можно, располагайся. Он говорит: ну вот я пить хочу, есть хочу. Он говорит: ну вот тебе чашка воды. Тот дал ему воды, этот попил воды и был очень счастлив от этого, потому что, много времени он и шел, и был измотан, и, конечно, чашка воды ему была слаще меда, да. И он говорит: вот слушай, ты вот отшельник, там, хочешь постигать там духовность, хочешь развиваться. Скажи, пожалуйста, какая духовная практика самая лучшая? Он говорит: самая лучшая духовная практика — это дать чашку воды тому, кто давно не пил. Понимаете? И действительно, я задумалась над этим. Если ты давно не пил, и человек дает тебе воду, он для тебя настоящий святой. Он для тебя лучше любого святого, которого ты видел, там, не знаю, на иконах в храме и так далее. Почему? Потому что он тебе дал воды. Он тебе дал живительную влагу, за счет которой ты просто-напросто живешь. Попробуйте сделать добро. Но это добро может быть именно таким. И это самое простое, с одной стороны, добро, а с другой стороны, получается, что самое главное. Вот такая позиция номер 2. А мы перейдем к позиции номер 3. Наша зеленая елочка. Сюрпризы от судьбы в новом году. Итак, в 2022 году сюрпризы от судьбы. Колесница. Ваш сюрприз от судьбы — это то, что вы куда-то поедете. И эта поездка будет совершенно неожиданной для вас. Карта передвижения или покупки автомобиля. Иногда карта показывает достижение целей. Вот вроде колода не классическая, но колесница очень похожа на ту колесницу, которая есть в любой классической колоде. Она показывает, что кот вальяжно расположился в коробке на колесах и куда-то едет, да? Он такой довольный, такой счастливый, такой вальяжный, ему так тепло, хорошо, приятно, интересно.
Вот и у вас также. Может быть, вы купите машину в новом году, совершенно неожиданно для себя, и вот так будете раскатывать по городу, показывая всем, что у вас есть автомобиль. А может быть, вы поедете куда-то, совершенно неожиданно возьмете билеты, это будет невероятное приключение, путешествие в другую страну. Там будет солнце, там будет тепло, песок, море, да, и все будет отлично. Хорошо, смотрим следующую карту вашу. Гадание онлайн у нас идет, сюрпризы от судьбы в новом году. Девятка пентаклей. Смотрите, какое довольное у кота лицо, потому что у нее целая гора клубочков из шерсти, да, из шерстяных ниток. Он счастлив. Вот вы будете счастливы от того, что у вас будет богатство, процветание, у вас будет целая куча денег, там, да, там, может быть, каких-то ресурсов. Конечно же, карта говорит о том, что на вас в новом году либо свалится очень хорошая работа, где вы будете достойно получать, зарабатывать, либо свой бизнес, либо ваш муж принесет вам много денег, да, либо еще откуда-то берется крупная сумма. И вы становитесь богаты, довольны и счастливы. И, естественно, это добавляет вам радости в жизни, радости вашей семье, духовного развития и спокойствия, потому что когда у людей есть деньги, они более спокойны, они уверены в завтрашнем дне. Следующая карта на мульт Таро. Мы видим пятерку жезлов. Какая необычная и смешная карта. Она показывает кошку, которая оделась в единорога, в костюме единорога. И показывает это всем, а ей ставят, лайки, да. Получается, ваша активность в социальных сетях с помощью того, что вы довольно креативный, необычный, интересный человек, может достигнуть пика. Допустим, вы раскручиваете какой-то блог, канал, пишете статьи, снимаете видео. Это все станет более популярным. Для вас это станет сюрпризом, такое творчество, что это творчество пошло, что вы чего-то добились интересного. И, конечно, вы будете звездой, да, популярной для многих, но в костюме единорога. Что-то яркое вам придется такое делать. Хорошо, смотрим совет ангелов для вас на Новый год. Император, послание архангела Михаила. Тут сюрприз от судьбы в виде мужчины еще и идет там. Организация и логика, структура и дисциплина, лидерство. Мужчина-лидер идет в вашу жизнь. Если вы женщина, это партнер или человек, который просто будет влиять на вашу жизнь. Если вы мужчина, друг, там, не знаю, партнер по бизнесу, соратник, поддержка какая-то. Соответственно, у этого человека завышенные лидерские качества характера. Но в любом случае император — это всегда благосостояние, это стабильность, опять же, в финансовом смысле. Так, магические врата. Возделывай свое богатство. Вот видите, третья позиция. У вас все тут про богатство. Богатство Вселенной наполняет мою жизнь, да? Вот и вашу жизнь, получается, наполнила богатство, процветание, еще и девятка пентаклей тут вот такая красноречивая выпала. И ваша популярность, и машина, или поездки. В общем, у вас богатый год, изобильный год. Год, когда вы поправите свое финансовое положение. Вот такая позиция номер 3. Позиция номер 4. Сюрпризы от судьбы в ближайшем 2022 году. Давайте смотреть. Семерка жезлов. Семерка жезлов — это у нас динозавр, но не динозавр, а панда. То есть панда оделась в динозавра и пугает людей. Кто-то ей ставит лайк, а кто-то дизлайк. Да? Кому-то ваши действия будут казаться хорошими, а кому-то не очень. Кому-то вы будете очень нравиться, кто-то будет вам оказывать сопротивление. Возможно, это в работе идет. То есть развитие в работе, когда вы играете роль этого работника, когда вы исполняете какие-то обязанности, но при этом стараетесь быть
дерзким человеком, показывать зубы, хотя внутри вы добрый человек, да. И когда вы играете эту роль, может быть, кого-то напористого, там, не знаю, карьериста яркого, готового соревноваться, конкурировать, естественно, у вас есть недоброжелатели и сторонники, да. То же самое в социальных сетях. Мы все-таки здесь видим и знак социальных сетей, когда вы делаете, ну не знаю, пугающие ролики, да. В душе вы добрый человек, но людей хотите в социальных сетях шокировать. Соответственно, это будет очень популярным, и для вас это окажется сюрпризом. Но при этом кто-то будет радоваться этому, а кто-то будет ставить дизлайк. Вот. Но в любом случае карта довольно яркая. Она говорит, что вы проявите в новом году свою креативность, изобретательность и напористость даже. Да? И, естественно, кто-то будет на вашей стороне, а кто-то нет. Но это активность именно в социуме. Хорошо, смотрим следующую карту. Справедливость. Справедливость показывает бунт, некий бунт. Ты мне подарил маленький подарок в виде носков. Что это такое? Разве так можно, да? То есть праведный гнев. Карта показывает, что для вас будет настоящим сюрпризом, что кто-то сделал для вас меньше, чем вы думали. И чтобы не разочаровываться, сразу же старайтесь не делать больших ставок. Допустим, вы действительно, там, женщина часто ждет дорогого подарка от мужчины. Мужчина ждет иногда проявления чувств от женщины или еще чего-то такого, преданности. Может быть, не стоит нагружать других людей излишними ожиданиями. Иначе вы потом будете говорить: и что это ты мне подарил? Почему так ты сделал, да? Я вообще ждала там шубу норковую, а ты мне подарил носки. Тебе не стыдно? Или там машину ждала от тебя, а ты мне подарил тетрадку. Что это такое? Как тебе не стыдно? И вы будете обижаться и плакать, и говорить: ой, там ножками стукать, говорить: а я вообще зря с тобой связалась, да? Вот, поэтому старайтесь не нагружать других людей излишними ожиданиями. Хорошо, смотрим следующую карту. Какие еще сюрпризы от судьбы будут в новом году? Карта мага. Ну, маг — это хорошая карта. Она говорит, что сюрпризом будет ваша самореализация и проявление активности в вашу сторону от какого-то человека. Ну, инициатива, да, идет. То есть, когда, допустим, для женщины это мужчина, который хочет с ней отношения, общаться, проявлять себя. По-хорошему проявляет. Для мужчины то же самое. Появилась женщина, которая говорит: ну, давай пообщаемся. То есть именно проявляет какую-то активность, инициативу. Но также это может быть в работе, в делах. То есть ваша самореализация и выстраивание той жизни, которую вы хотите, действительно хотите для себя. Тело Творца у нас маг. Распоряжение 4 стихиями. Ну и я понимаю, волшебство какое-то может быть. Что-то необычное, яркое, интересное в вашей жизни. То, чего вы не предполагали. Какой-то сюрприз, которого вы не предполагали. Вот, допустим, совершенно волшебным образом раз и, там, не знаю, человек появился, знакомство с необычным человеком, со знаменитостью знакомства, разговор с кем-то популярным, да, квартиру купили случайно, или получили какое-то необычное там послание, наследство, еще что-то, понимаете? Вот что-то неординарное может быть. Хорошо, смотрим следующую карту от ангелов, от ваших. 7 чаш. Вам предстоит принять сложное решение. Вы должны проанализировать свои действия. Прекратите откладывать дела с одного дня на другой. Вот карта вас предупредила, да, что на Новый год ничего не откладывайте. Не надо откладывать на завтра то, что можешь сделать сегодня. Делай сейчас, иначе сюрпризы у тебя будут не позитивные. А вот если сделаешь сейчас, потом получишь большие, хорошие, приятные результаты. Так, смотрим магические врата. Внутренний свет. Мой свет озаряет мир. Вот ваш свет может действительно озарить весь мир. У вас может быть вот такое, знаете, как работа, проделанная в новом году, когда вы покоряете этот мир, когда вы удивляете, когда собираете вокруг себя много людей, может быть, клиентов, может быть,
поклонников. И, конечно же, это все благодаря вашему внутреннему свету. Развивайте его, улучшайте ваше мышление, делайте его позитивным, старайтесь больше работать над собой, старайтесь совершенствовать свои навыки, старайтесь, может быть, действительно развивать, ну пусть социальные сети или какую-то популярность, свою известность. Пишите статьи, книги, пойте, рисуйте, делайте что-то. То есть что-то творческое, оно будет взращивать ваш внутренний свет. И делайте, конечно же, добро людям. Ну вот такая у нас позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Alive. Всем пока и до новых встреч.